Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас отсыпочка на очень-очень неожиданные события. Чего вам ждать, мои хорошие? К чему готовиться? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком долгий. Давайте посмотрим на ближайшие события. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, неожиданные события. Мои хорошие, смотрите, у вас тут выбор. С одним человеком пойти, либо с другим человеком пойти. Поехать, например, на машине, либо пешком, либо на общественном транспорте. Есть какой-то выбор. Причем выбор, кажется, что ерунда, да, на самом деле очень серьезный. Выбирайте мужчину, не выбирайте женщину. Вот четко вас предупреждают. Чтобы не было каких-то серьезных последствий, чтобы не было кривотолков, недопониманий, ссор, обид, да, выбирайте мужчину. А женщине так и объясните. Извини, дорогая, да, ты мне, конечно, близкий человечек, но вот тут у меня на кону личная жизнь, например. С мужчиной едьте, с мужчиной. Выбирайте мужчину. Либо соглашайтесь на предложение, может быть, какое-то рабочее предложение, да, сразу два. Женщина предлагает и мужчина предлагает. Выбирайте мужчину, и только мужчину выбирайте. С женщиной вы будете очень долго пешком идти, да, все кочки ваши будут. А вот с мужчиной на всей скорости, да, вот прям летите по волнам жизни. Мужчину однозначно сотрудничать с мужчиной, работать с мужчиной, на свидание пойти с мужчиной, какие-то дела сделать только лишь с мужчиной. Выбирайте мужчину. Да, выберите женщину, будете жалеть, а уже назад ничего не вернешь. Неожиданным для вас будет именно как раз вот эта двойственность, да, выбор. Да. Не пугайтесь, выбирайте мужчину и только мужчину. Даже если вы, мужчина, смотрите мою отсыпку, то же самое. Только лишь с мужчинами. Вести дела только лишь с мужчинами. Так. Да, мужчины. Если будет выбор пойти на свидание с женщиной, либо пойти на деловую встречу с мужчиной, конечно, идите на деловую встречу с мужчиной. Но женщине объясните, скажите, что дела надо делать, денежку надо зарабатывать. Карьерный вопрос решается. Она все поймет. Так, еще человек висит вверх ногами. Висит, как и спасти некому, да, помочь некому, сами себе помочь не можете. Как завистливые в чем-то, либо где-то, да, в какой-то ситуации, в каком-то вопросе. Такое бедственное положение. Голова уже прям кружится, болит, а вся кровь в голову перетекла. Смотрите, помощь придет оттуда, откуда не ждали. У меня есть какой-то совершенно маленький человечек, маленький да удаленький, сможет вам помочь. Это может быть что угодно, случайно произнесенное слово. Это знакомство с кем-то, да, человек может сказать, а у меня там дядя такой-то там человек, либо у меня знакомый есть. Смотрите, человек маленький, но очень ценный, либо человек, который реально сможет помочь. Вы висите пока, вы не висите просто так, вы во все свободные уши рассказывайте о своей ситуации, что вы в подвешенном состоянии, что вам нужна помощь, что вы разыскиваете, да, решение своей проблемы, либо человека, который смог бы помочь. Поверьте, кто-то маленький, ниже вас ростом, младше вас по возрасту, кто-то маленький вам действительно поможет. Надо искать, ребят, надо искать. Иначе так провисеть можно бесконечно долго, а у вас и так уже голова болит. Так, какой-то женщине станет плохо. Но станет ей плохо не от того, что она больна, а от того, что она чем-то злоупотребляет.
Ну, например, злоупотреблять можно всякими вредными штуками. Злоупотреблять можно чьим-то доверием. Да чем угодно можно злоупотреблять. Ну вот она этим и занимается. И ей от этого станет плохо. Правду она, конечно, не скажет. Но будет чувствовать себя не камильфо. И тут придется заниматься этой женщиной. У врачей, кстати, да, если вы обратитесь к специалистам, тоже возникнет вопрос. А с чего это вам стало плохо? Да? Что случилось? А что накануне вы делали? А она будет либо отмалчиваться, либо врать. Да, что ничего не сделала, все в порядке, все как обычно. Если у нее есть какой-то график приема лекарств, да, вот обязательно, в обязательном порядке ежедневно она должна что-то принимать, то она его не соблюдает. Там, забывает, либо просто там лень. Да, сидит, сериальчик смотрит, надо выпить таблеточку. Она такая, типа лень. Да, вот что-то она сама делает неправильно. И от этого ухудшается ее состояние. Здесь нужно жестко контролировать, ну, если это возможно, конечно. Ну, либо попросить доктора, чтобы он ей во всех красках расписал, что будет с ней, либо чем все закончится, если она не будет соблюдать инструкцию там, по приему лекарств. Либо она будет баловать себя, грубо говоря, запрещеночкой, да. Вот это все нужно объяснять, втолковывать, по-другому никак. Либо под строгий контроль, да, буквально там, чтобы вы в рот таблетку засовывали. Женщина мне вышла. Ведет себя просто как ребенок, да, так иногда бывает. Так, время вышло, часики вышли. Время пришло чему-то, ребят. Время пришло чему-то важному, судьбоносному и такому, знаете, громкому, как гром среди ясного неба произойдет. Но это вас касается, вашей жизни касается, у кого-то личной жизни касается, у кого-то, может быть, там карьеры, да, каких-то вопросов ваших. В один момент все как поменяется. В один момент, даже не просто момент, как одним днем какую-то новую жизнь начнете. Это будет удивительно и прекрасно. Сначала испугаетесь, потом обрадуетесь. Допустим, вы девушка, да, у вас нет личной жизни. Вы выходите утром из дома, идете на работу, ни о чем не думаете, либо просто вышли в магазинчик. И там вы встречаете того самого мужчину. Красота, личная жизнь. Все. Она у вас устроена, потому что мужчина идеальный, вы идеальная женщина, вы влюбились друг в друга с первого взгляда и понеслось. То же самое вы работаете, например, приходите вы на работку, как обычно, и тут вам сообщают, что кто-то уходит на пенсию, освобождается вакансия, которая гораздо, например, престижнее, чем ваша должность, с большим окладом, может быть, там, с какими-то преференциями. И, возможно, даже вам и предложат, да, будут предлагать, хотите ли вы занять. А вы такая, да, я мечтала об этом много-много лет. Либо рекламное объявление вам попадется, что набирают сотрудников на хорошие должности, да, с хорошим окладом. Здесь просто в один день все меняется целиком и полностью. И это для вас, это про вас. Так, еще у меня птица с птенцами. Птенцы под крыльями у птицы. Вообще это знак материнства либо отцовства. Знак того, что вы сможете защитить и уберечь своих детей, своих птенцов от каких-то бед. Бед, невзгод, неприятностей, там, не знаю, влияния, в конце концов. Если детей у вас нет, то эти птенцы — это ваше детище. Да? Это то, чем вы занимаетесь, это то, что вы любите. Вам удастся сберечь, сохранить и, возможно, даже как-то подтолкнуть в росте, в развитии. Очень хороший знак. Просто прекрасный. Если вы вдруг в разводе, да, там делите не только имущество и детей, да, либо кто-то из супругов претендует, типа, давай так, одного тебе, другого мне, либо я у тебя детей заберу. Считайте, что ничего у вас не заберут, да, ваши дети под вашими крылышками. Этого не будет. Все, вы своих детей и отстоите, и защитите. Может быть, какие-нибудь там конкуренты претендуют на что-то ваше, да, вы что-то придумали, вы чем-то занимаетесь. Какие-то конкуренты прям лезут, пытаются украсть, либо уже воруют.
вам удастся защитить то, что ваше, 100% защитите. Хороший знак. Так, дальше. Мне показывают людей, которые один с одной стороны, другой с другой стороны. Эти люди, они вас как на руках качают. Вот, подкидывают на своих руках. Не могу сказать, по какому случаю. Вы все слишком разные. Но то, что вы искупаетесь в комплиментах, в овациях, в похвалах, знаете, вот как «Ура!» вам будут люди кричать, это 100%. Чем-то вы их поразите, какими-то достижениями, какими-то мыслями. Может быть, даже вы настолько гениальны в своей работе, в своих услугах, что люди просто без ума от вас, да, не могут вас, не знаю, подобрать слова, чтобы вас там нахвалить, расхвалить. Но это приятно, особенно вот 2 человека будут выделяться. Так, с правой стороны рыбка приплыла, рыбка уплыла. Какой-то у вас прям баланс сформируется в доходах и расходах. Неожиданно, знаете, прям чуть ли не тютелька в тютельку у вас все будет сходиться. Прям до копеечки, да, будет сходиться. Вас это, конечно, поразит. Конечно, хотелось бы, чтобы доходов было гораздо больше, чем расходов. Но у вас, как говорится, золотая середина. Это тоже на самом деле не так уж плохо. Если учесть, что многие люди живут в основном как в минус, да, то у вас уже хотя бы золотая серединка появилась. Такой момент. Кстати, еще может отыграться, что вы в один день, да, какую-то сумму отдали, и в тот же день буквально, да, вам вернулась такая же сумма. Прям как одинаково, да, уход, расход и доход, приход, он одинаковый. Это будет тоже удивительно для вас, необычно и удивительно. Так, еще неожиданно кто-то появится, кто-то о вас вспомнит, даже не просто появится, а вспомнит о вас. Человек не только лично может появиться, человек может вам там написать, позвонить, да, вот какой-то человек всплывет, да. Вы очень давно этого человека и не видели, и не слышали, и, скорее всего, практически ничего не знаете об этом человеке. И тут, смотрите, объявится, появится, как ни в чем не бывало, да, вот прям друзья, да, либо коллеги, либо родственники с объятиями, с какими-то добрыми разговорами. Вас немножко это, конечно, так озадачит, но вы человек добрый, почему общительный, да, как-то потом расслабитесь. Вы, главное, чтобы настаивали, чтобы человек вам объяснился, где столько времени пропадал, либо чем занимался. Это важно. Там что-то есть в этом прошлом. Что-то, о чем вам обязательно нужно узнать. Настаивайте. Так, еще я вижу картинку, сидит человек на табурете, и вы прям ногой выбиваете этот табурет из-под этого человека. Ну, грубо говоря, кто-то очень удачно пристроился. Пристроился, может быть, за ваш счет жил, может быть, чем-то вашим пользовался, либо прикрывался вашим именем, авторитетом, и вы об этом узнаете. И одной ногой просто выбиваете этот табурет, и человек, упадет больно на попу. Вот, когда игрался этот человек, все думал, что вы там, такая добрая и сильная, да, невнимательная, что можно вот вами пользоваться. Нет, все, лавочка закрылась. Жестко вы поступите с этим человеком. Да, может быть, вы и не желаете быть такой жесткой, но вот как понесет вас, понесет. На самом деле все правильно вы делаете. С такими людьми, наверное, только так и нужно поступать. Только это и доходит. Так, еще какой-то мужчина скачет в вашу сторону. Здесь скорее как сообщение, что вот я еду, я приеду, я хочу ехать, я буду ехать. Да? Но это с левой стороны. То есть человек как предупреждает, оповещает. У вас почему-то как немножко паника случится. Может быть, вы прям кинетесь там в салон красоты, да, надо же привести себя в порядок. Да, немножко как паника, суета у вас. Девочки, давайте так. Да, он неожиданно скажет о своем решении, но вы, пожалуйста, уточните, когда конкретно он приедет. Потому что между сказанным и сделанным может пройти достаточно много времени. Да, чтобы вы там не паниковали, не бежали, там записывались во все салоны.
Да, просто спросите, когда конкретно тебя ждать. Вот. И у вас, поверьте, там какой-то запас времени точно образуется. Так, и еще правоохранители мне какие-то вышли. Люди в погонах, с погонами, властью наделенные. Какие-то могут быть проблемы неожиданно с этими людьми. Ну, например, соседи могут на вас нажаловаться. Вы едете на собственном автомобиле, да, могут там остановить, документы проверить. Также могут быть, я не знаю, там ситуации, где вас привлекают, я не знаю, там, свидетелем, например. Может быть, какая-то потасовка, вы мимо проходили. Значит, береженого Бог бережет. Избегайте всяких таких ситуаций, ну, на всякий случай, да. А если у вас в семье там прям совсем молодые парни есть, буйные, горячие, то прям предупредите, что не стоит никуда лезть, не стоит никуда ввязываться. Потому что может что-то быть. Я это, конечно, закрою от греха подальше, да, чтобы это не случилось. Но, тем не менее, я вас предупредила. Так, еще неожиданно какой-то человек придет к вам за советом. За информацией, за подсказкой. Да, человек, который всегда пытался вас как-то показать в невыгодном свете. Человек, который пытался всегда вас, может быть, продавить, придет к вам за советом. Это будет самое неожиданное, что с вами произойдет. Вы аж ахнете, скажете, что у меня спрашиваешь совет? Серьезно? Главное, не смейтесь в этот момент. Да, действительно, человек будет в каком-то безвыходном положении и придет к вам, потому что четко знает, что вы умнее, что вы рассудительнее, что вы дальновиднее, что вы действительно разбираетесь в некоторых вещах, а может быть и во всех. Да, придет к вам за советом. Такая минутка позора ждет этого человека. Ну а вы, пожалуйста, долго там не мучьте этого человека, но отметьте, что вот видишь, все-таки как вышло, ко мне пришел за советом, либо пришла. Так, еще какая-то подружка на вас может обидеться неожиданно. Вот, знаете, ничего не предвещало. Вот сидите, разговариваете, либо что-то вместе делаете. Вроде говорите на какие-то общие отвлеченные темы. Вот как психанет, разобидится и убежать может от вас, и прям надуться на вас. И вы будете потом все время сидеть и думать, ну что я такого сказала, да? Ничего такого не было. А я вам отвечу, она на вас обидится не за разговор, а за то, что было когда-то. Вот она чего-то не может принять, либо чего-то не может вам простить. И вы знаете, на нее просто нахлынет, да, какое-то воспоминание, либо эта ситуация нахлынет. И вот она на вас обидится. Значит, вы там тоже в молчанку не уходите, вы ее, значит, посадите. И вот что хотите, делайте, но разговорите. Пусть она вам объяснит, на что она обижается. Потому что человек живет с этим уже там несколько месяцев, а может быть даже несколько лет. Это нехорошо. Это нехорошо. Ну, прям так с ней договоритесь, что не должно быть секретом. Если что-то тебе не нравится, либо ты чем-то недовольна, ну так скажи об этом. Не надо носить в себе эти камни. Да? Просто объясни. Либо попроси меня объясниться. Потому что вижу, что вы хорошие подруги. Но она давно на вас обиделась. Давно что-то вот против вас затаила. Как злобу какую-то затаила. Да. И вот как сложится такой момент, да, вот прям обидится на вас очень сильно. Так, еще какой-то хитрый мужчина денег вам не захочет давать. Отдавать, выдавать, может быть, как сдачу давать, либо вы что-то захотите вернуть, вам не захотят давать. Может, в банк пойдете, захотите свои денежки снять, а вам откажут. Здесь надо настаивать. Настаивать и настаивать достаточно жестко. Здесь именно как на слабака, да. Ну, типа, она хочет денег, я ей говорю нет. Если она соглашается, значит, все, я не даю. А если будет настаивать, тогда, конечно, отдам. Вот, имейте это в виду. Надо будет настаивать. И еще у кого-то из девочек отыграется момент, когда сразу два мужчины в вашем доме, либо на вашем пороге, либо в одном месте, да, сразу вот все собрались. Вы так скажете, блин, ну как так, да? То никого, то прям толпа вокруг меня.
Смотрите, чтобы они за вас друг другом не подрались, потому что там просто вот искры в воздухе будут вокруг них летать. Девчонки, вы умная, вы классная, вы сообразительная. Придумайте что-нибудь, чтобы эти два мужчины из-за вас не подрались. Иначе прям могут серьезно друг другу пятачки начистить. Вот. А вам это будет неприятно. Неприятно. Так, и еще. Здесь у вас знак каких-то легких денег, что ли, да, легкие деньги, что-то легко придет. Ну, легкие деньги — это чаевые, это какие-то выигрыши, это помощь от родственников, либо любимый человек вам деньги дает. Здесь какая-то сумма вам перепадет, но вы смотрите, с умом ее тратьте. Легкие деньги. С легкими деньгами легко прощаешься. Но вас призывают потратить с умом. Ну, либо отложить, потом добавить и купить что-то, ну, действительно стоящее. Да, легкие деньги вам идут. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.